Ребята, всем привет! Наконец-то выбрались на рыбалку. Сегодня у нас жерлицы. Находимся на, так скажем, лужа небольшая возле реки Мокша. Здесь мы открывались по первому льду и вот решили еще раз здесь попробовать половить на жерлицы. Если клевать здесь не будет, то больше сюда ездить не будем. А если будет, то будем. Значит, расставлялись по темноте, уже было несколько загаров, даже удалось поймать маленького щупачка. Камеру я еще на тот момент не доставал. Будем ждать поклевок и посмотрим, что у нас получится из сегодняшней рыбалки. Поехали! Хотелось бы еще сказать, что на улице, ребята, идет дождь. Скоро уже Новый год, а снега у нас нет. Когда мы приехали, значит, небольшой мокрый снег пошел, который перешел в дождь. Из живца у нас, значит, плотва и гальян. Какие-то жерлицы я поставил, значит, на плотву, и некоторые поставил на гальяна. Посмотрим, на что будут поклевки. И у Володи, значит, стоят плотва, а у Юры тоже гальяны на всех. Посмотрим, на что будет клевать. Пока поклевочки на Володины жерлицы. Не знаю, что не так с моими опять, но на мои пока не клюет, но рыбалка только началась. Не знаю, что дождь нам даст с вами поснимать сегодня. Ну, будем надеяться, что что-нибудь у нас получится. Ребят, произошла поклевка, но мы столкнулись с такой проблемой. После ледяного дождя обмерзли катушки, леска примерзла на шпулях, и щука чувствует сопротивление и бросает живца. Сейчас пробежимся, прокрутим катушки, посмотрим, где замерзли лески. Давай, тащи, протухнет. Думаешь? Ну да, что надо пробовать. Опа. Ну, как бы крупнее мы, в принципе, и не рассчитывали. Точнее, рассчитывали, но пока такие попадаются, ребята. Уже вторая такая щучка у нас клюнула. Будем надеяться, что расклюется. Время 10 часов уже. Эту отпустим. Отпустим, да, Володь? Да, она, видишь, ну, нормально, как бы не поранилась. Все. Ага. Все, давайте домой. Щик отлично. Жерлиц стоит, будь здоров. Еще приехали двое ребят, они в другом конце этой лужи тоже расставились. Потом узнаем у них, что у них клевало, не клевало. Они уже расставились после ледяного дождя, у них, наверное, должно быть почетче там с катушками, с этой ерундой, которая произошла у нас. Видишь, она маленькая, не вселяет. Это пустая. Ага, холостая поклевка. У Юры самодельные жерлицы из дощечки, что-то туда-сюда, двойной флаг, тут светоотражающий, чтобы ночью можно было отслеживать, и красный. Юра молодец. Но поклевок пока больше нет. Это вовремя мы подошли, да? Ну, он недавно сработал. У ребят тоже сработало, да? Так, ребята, клюет в другом углу озера. У ребят там клюет, а у нас что-то не клюет. Но вот на крайне тут сработало. Смотри, что засыхает, прям.
ловил он тут. Поймал ту, да? Которая оборвала? Да. Нормальная? 2600. 2600? 2600, ну неплохо, неплохо. Она же, блядь, поводок тут торчит. Ну его снасть нахуй. Глотила, и она же ёбнула. Ага, матом не ругайся, дети смотрят телевизор. В прошлом году вот так на 4 килограмма вытащил с таким поводком. Ну вот, а, только что, вот, который та сработка была порвана, блядь, и лес кусок нахуй с ней же, блядь. Что, если тащим? Что? Давай, тащи. Может подождем еще? А то вдруг будет трофей. Блядь, жутся, она доловливает. Что-то, блядь. Не клюет плотва, Ну мы... вот плотва окна у меня, два этих вытащил, и все. Уже, блядь, изъебался бурить нахуй. Грюсерок надо подождать. Да? Выдернул с рта. Приям, короче, я у нее с этого, блин. Ну ладно. Ну, значит, блядь, Тоже была килограмм на 5, наверное. придет. По-любому 5. Да ладно, блядь. Все-таки есть хорошая щука здесь. Ребята вот поймали. На сколько взвесили? 2600. Первый раз она откусила, а потом ее же доловили с этим же поводком во рту. Она погибла. Неплохо. Ну да. Но загаров пока мало, да? Тоже у вас? Первая щука. Зимой. Ага. Зимой перейти. Да. Отлично, отлично. Я вот по лету вот таких вот вообще не ловил. Ну, кило 200 самая большая, 1,5. А это двушечка. Бля, ну что-то это. В этом Как году. она интересно схвачена-то, блин. Если вот такой ширины скал, Ну вот, да. нет, блядь, кто тут живет-то тогда? Крокодил, скорее всего. Ну здесь по 12. По так и отметинам на щуке предполагаем, что ее кто-то пытался еще здесь съесть. Будем ждать. Сейчас мы поймаем, кто ее пытался съесть его. Или в другой раз, да? Что? Держи, тебя вон. слышно. 2700, да? Да, 690. Ну, 2700. Поздравляю. Чётко. Первая щука зимой вообще. Ну, новичкам везет. Ну, Нет, теперь заболеет я Да? Сане только сейчас говорил, я говорю, Саня, там моя щука, наверное, килограмм, ну, на 8 была. Он говорит, на 15. Ты теперь, говорит, 3 года помнишь будешь. Я говорю, сошла, упустил ты ее. Я говорю, почему 3, 5? Ну, отлично. Ну, подождем, что день только начался. Ребята, наконец-то сработала моя жерлица. Не вижу, чтобы разматывала. Но это уже хорошо, потому что время уже к 12, наверное. Катушки обмерзли все. Но не тянет. Долгожданная поклевочка была, ребята, блин. Но тишина. У ребят там тоже больше не клюет. Пару холостых загаров, говорят, было. И все, и у нас тишина. И мертвые с косами стоят. Ну что, не мотает. Продолжает идти дождь.
обмерзают. Леска там на катушках, все эти дела, блин, и, конечно, это мешает сходу леске. Если только хорошая щука схватит на верочку и засечется. Ну чё, блин, проверяем, давайте, чё. Нет, ничего нету. Даже не вижу следов. Ну ладно, что. Обидно, досадно. Что ж поделать, ладно. Не может быть, ребята, не может быть. Время уже, блин. Сколько время? О, без 20, 15 часов. И у нас долгожданная поклевка. Вова, говорит, разматывает. А на эту жерлицу уже были поклевки, да? Но мы ничего не смогли поймать. Будем ждать. Будем ждать в этот раз? Будем ждать. Ну, разматывала хорошо, да? Ну да. А, ну вот пошла, вижу, ага. Да, блин. Поставили столько жерлиц и ничего не можем поймать. Не клюет. От слова вообще. Не клюет. И как с этим бороться? Да, уже по тихой грусти нужно уже сворачиваться, начинать потихоньку. А у нас только клевать начало, да? На безмотылку удалось поймать несколько плотвичек. Но крупных на живца не годятся, блин. Давай. Есть? Ура, маленькая щучка. Уф. Блин, ну да, чё в степи и жук мясо. Вот такие вот они тут. Да, нет, ну у ребят же клюнуло, он, видишь, почти на 3 килограмма как бы. Одна, тут есть одна, последняя. Это последняя, не была. Не глубоко? Ага, ну этого мы тоже отпускаем, ребята. Маленькая щучка. Все, давай домой. Печалька, печалька. Так мы надеялись сегодня на бешеный клев. Но ни хрена, блин. И на безмотылку не клюет, и на жерлицы не клюет. У ребят там тоже вот одну щуку они здоровую поймали. И у них там было сейчас несколько загаров. Не знаю, они поймали там что-то или нет. Подойдем, спросим попозже. Ну, уже, наверное, дело идет к сборам. Да. Печалька. Попалась еще вот одна. Да, все, уже рыбалка подходит к концу. Но не клюет, не клюет, не клюет у нас. Ничего.
Да вот поймал еще одну, да. Все равно не сдаешься, да? Не сдаюсь до последнего, да. Уже надо собираться, ребята. Нет рыбалки, и это не рыбалка. Все, сейчас будем скручиваться. Все, жерлицы молчат. На безмотылку не клюет. Хотя здесь есть вот и плотва, и окунь. И мы здесь ловили на прошлой неделе, в прошлые выходные. Вот фотографию сейчас вставлю. Вот такие вот рыбки. Норму выловил. Ну что, ребята, вот такая вот ни о чемная рыбалка у нас получилась. Надеялись на бешеный клев на этой луже, но, к сожалению, ничего поймать мы так и не смогли. Ну как смогли, 3 щурка вот попалось на жерлице маленьких. На безмотылку несколько плотвичек, пару окуней поймали. И ребята, которые тоже сюда приехали, вы видели, поймали щуку почти по 3 килограмма. Ну и все на этом как бы, блин. Если вам интересно смотреть видео, как я ловлю маленьких рыбок на безмотылку, напишите, попробую заснять этот момент. А на этом все. Увидимся на рыбалке. Пока-пока. Здорово, Шумбрат. Прочитал сейчас комментарий в Ютубе. Не клюет, говоришь. Да, уже совсем. Вчера я был, клев уже совсем не тот. Как мы бегали, у нас загаров было, я не знаю, блин, на каждого штук по 30. Но из них очень много холостых. Пацану хотел показать, он говорит, хочу побегать. В итоге не побегал. Вообще он ни одной рыбки не поймал. Товарищ у меня вообще ничего не поймал. Вот. Я так окуньков нормально кайфанул. На мормышку шнурок клюнул. Ну, это так уже прикол, как бы считаю. А на жерлице 4 загара, 3 холостых и 1 щука. Такая тоже. Больше к шнурковым. В общем, ерунда полная. Приехали, я расстроился. Смотрю, дыры прям дупло огромные. Думаю, что за херня. В самом конце трава раскидана. Видимо, закидывали травой, что-то на ночь оставляли. Но на сеть не похоже, думаю, что за херня. Потом около лунок, где окуня ловил, увидел бумажки вот эти от заводских косынок. Было написано косынка. Я только 2 бумажки нашел, а сколько ставили там, это, наверное, вообще нереально. Но вопрос я сам себе задал, я как бы ни разу не ставил, думаю, а в теории-то знаю. Просверлил, закинул, да и все. А зачем такие огромные? А мне товарищ говорит, да это, скорее всего, рыба до хера налипла. И косынки с рыбой, чтобы достать. Там гирлянды типа мощные, рыбные. И расширяли, короче, лунки. Потому что не все. Где-то расширенные, разбуренные, где-то продолбленные, где-то совсем нет. В общем, блин, я не знаю, настроения нет. Кругом одни прям как будто, вот знаешь, в душе хочется так крикнуть, блядь. Куда не поедешь, везде варвары какие-то. Только вроде место открыл, думал, все, блин, никого тут нету. Но есть, если даже сколько-то там человек, они будут приезжать, вряд ли я буду попадать с ними одновременно. Потом товарищ мой пошел, прогулялся опять по ручью, нашел там сетки, короче, заготовил. Хотели сжечь, в суете забыли, короче, в куче там где-то оставили. В следующий раз поедем, надо заняться. А то, блин, зверь какой запутается, птица. В общем, да. Ну, для названия все же сделал такое, чтобы просмотры, знаешь, есть же, что были. Дикое озеро кишит рыбой. Но оно действительно кишит шнурком, потому что мы